Столыпина «Интермеццо» вас приветствовали участники инструментального ансамбля «Гайгема», руководитель Татьяна Шутова, концертмейстер Ольга Милицына, кафедра музыкального образования, методики преподавания музыки МГПИ имени Огарева, Евсеева. Общероссийская творческая общественная организация «Союз педагогов-художников» была создана в 2013 году. И главной целью ее стала всемирная поддержка преподавателей всех ступеней художественного образования и их учеников. С 2018 года Союз педагогов-художников приобрел статус международного. Сегодня с нами Марина Константиновна Астафьева, исполнительный директор Международного союза педагогов-художников, специалист Центра непрерывного художественного образования Департамента образования Москвы. Здравствуйте, мне очень приятно, что я сегодня здесь присутствую. Большое спасибо Валерию Борцовичу за приглашение, потому что каждый год меня приглашают, но, к сожалению, выбраться не было возможности. А в этом году выставка 5-я, юбилейная, тем более в таких стенах. Я сама здесь впервые. Я сама тоже родом из Саранска. Мне особенно приятно, тем более, здесь присутствовать и приезжать сюда. И музей великолепный. Для меня это открытие, потому что, я помню, он раньше находился вот в храме, да, там на Республиканской. И мне очень приятно то, что, во-первых, еще раз говорю, такие стены нас встречают, а во-вторых, посмотрите, сколько людей сегодня собралось. И вот эта вот деятельность Валерия Борцовича, который является председателем нашего союза в Мордовии, действительно собрала вокруг себя потрясающе интересных людей. Выставка изумительная, мы сейчас предварительно ее посмотрели. И меня очень радует, что посмотрите, сколько хорошей, доброй энергии вот сейчас здесь, да, вы чувствуете, как это приятно. И это зависит только от того, что мы с вами все делаем, наверное, какие-то добрые, хорошие дела. Это очень важно, потому что художественное образование, которое, специалистами которого вы являетесь, это, безусловно, дело, которое, наверное, единственное в нашей жизни, которое является сейчас в современной системе образования воспитательной составляющей. Потому что, и мы вот часто сейчас обсуждаем, я работаю в центре, вот сейчас это называется уже управление непрерывного художественного образования Московского центра развития кадрового потенциала образования. Такая организация серьезная, да, которая занимается московским образованием. Но ее возглавляет уже много лет Борис Михайлович Неменский, народный художник России. Вы все, конечно, его знаете. И он жив до сих пор, здоров, всех приглашает к себе в гости. И мы очень рады, когда получается выбраться у вас к нам. И вот в частности, в марте у нас будет уже 7-й международный форум педагогов-художников, куда мы всех приглашаем. Будем очень рады вас всех видеть. Потому что очень много мероприятий проводим, конференций, каких-то, тоже будет уже общая наша выставка педагогов-художников. И вот у меня сегодня миссия пригласить ваших коллег в ней поучаствовать, для того, чтобы эти работы или какие-то другие уже экспонировались в Москве. У нас выставка каждый год проходит в Москве, посвященная разным темам. В этом году тема этой выставки у нас будет, мы не могли не сделать такой, так как год у нас все-таки юбилейный, да, еще юбилей Победы в Великой Отечественной войне, мы назвали ее просто «Мир без войны». Но на самом деле, мне кажется, что каждая работа здесь под эту тему подходит, да, потому что мы с вами живем в очень хорошее время, согласитесь, мы имеем столько возможностей, мы имеем столько всего вокруг себя, комфорта, удобства, возможностей своего собственного развития, что вот это все видно в наших творческих работах. И, конечно, нам не нужно забывать о тех днях. Мы недавно проводили большую выставку в Манеже, выставку Бориса Михайловича с его работами, у нас была большая там пресс-конференция. И, конечно, то, о чем говорится на таких мероприятиях, об этом можно, мне кажется, эти слова нужно слышать каждому. Поэтому я еще раз говорю, я всех приглашаю к нам в марте, в конце марта будет форум с 25 по 28. Борис Михайлович будет всех встречать, будут члены Союза из разных регионов. Вот это движение вообще приобрело какой-то невероятный масштаб, мы сами этого не ожидали, потому что вначале это был такой, я в те времена была еще редактором журнала «Художественная школа», был такой всероссийский журнал, сейчас, к сожалению, его нет уже. И вот мы начали это движение как просто объединение педагогов, потому что педагоги и художники очень часто чувствуют себя немного одинокими, тем более, когда это один человек в общеобразовательной школе, или это несколько человек в школе искусств, да, когда большая, допустим, музыкальная часть,
не очень большая, изобразительная. И вот как-то настолько потрясающе началось это движение работать и по всей стране, а потом теперь еще в международном формате. И на самом деле это очень приятно, и что совершаются большие дела при этом, совершаются какие-то интересные поступки. В прошлом году мы получили большой президентский грант. И вот сегодня мы, когда сейчас будем с Валерием Басуновичем вручать грамоты, я привезла всем благодарности от Бориса Михайловича Неменского. И вот мы хотим еще вручить вам такую нашу книгу. В прошлом году получили грант, и вот мы выпустили книгу, которая называется «Каждый народ художник». Эта книга стала итогом нашего всероссийского изобразительного диктанта, тоже большой проект, который мы начали в прошлом году, продолжили в этом. И вот это была для нас совершенно невероятная история, потому что вот как раз-таки это подтвердилось, сколько людей вовлечены в этот процесс, в объединение педагогов и детей. Да, в этом году уже 20 тысяч человек за неделю в очном формате приняли участие вот в этом проекте. Я знаю, что многие саранские школы и мордовские, в Мордовии тоже в этом принимали участие. И это было в каждом регионе страны, и это было за рубежом во многих странах. Вот мне кажется, такие вещи, они нас всех как-то поднимают, как делают нас другими людьми. Это очень важно. И вот я очень рада, что мне удалось привезти сегодня эти книги, грамоты. И мы сейчас хотим вручить эти грамоты каждому участнику этой выставки, потому что особенно приятно, знаете, у нас много представительств Союза в разных регионах, там есть где-то 50 человек, 80 человек, но когда мы приезжаем, мы видим, вот, допустим, выставку, да, 20 человек, а мне особенно приятно, что вот в этой выставке поучаствовали все члены Союза мордовского педагогов-художников, за это огромная благодарность, конечно. И давайте вручать грамоты. Мы вручаем благодарность, выражается за личный вклад в поддержку и развитие детского и педагогического творчества в сфере изобразительного искусства, за активную работу по сохранению и развитию системы художественного образования России и Республики Мордовия, за подписью Бориса Михайловича Неменского, народного художника России, действительного члена Российской академии художеств, действительного члена Российской академии образования, профессора и руководителя нашего управления непрерывного художественного образования. Такая благодарность вручается Рыжову Дмитрию Валерьевичу, детская художественная школа номер 3. И наша книга. Поздравляем вас. Не прекращайте свой добрый труд. Благодарность выражается Селичевой Татьяне Владимировне, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов номер 39. Особый привет этой школе. Спасибо вам большое. Благодарность выражается Нарватову Василию Филипповичу, детская школа искусств номер 7. Благодарность выражается Мелешкиной Ларисе Викторовне, Мордовский государственный педагогический институт имени Евсеева. Да, ну простите, что было? Благодарность выражается Матвеевой Надежде Васильевне, Мордовский государственный педагогический институт имени Евсеева. Благодарность выражается Мартыновой Наталье Владимировне, Чамзинская средняя общеобразовательная школа номер 2. Особенно приятно, да, что из районов Мордовии. Благодарность выражается Манеевой Анне Александровне, Центр эстетического воспитания детей Тяжтиня, Рузаевского муниципального района. Благодарность выражается Макушиной Галине Яковлевне, Мордовский государственный университет имени Огарева, Институт национальной культуры. Благодарность выражается Красновой Екатерине Михайловне, Институт национальной культуры Мордовского государственного университета имени Огарева. Благодарность выражается Кошелевой Ольге Владимировне, детская художественная школа номер 1 имени Рябова. Благодарность выражается Ковалевой Вере Васильевне, Институт национальной культуры Мордовского государственного университета имени Николая Павловича Огарева. Благодарность выражается Захаровой Любови Александровне, Институт национальной культуры Мордовского государственного университета.
Благодарность выражается Ванечкину Владимиру Григорьевичу, детская художественная школа номер 2. Благодарность выражается, это я позже скажу. Благодарность выражается Булычевой Лидии Александровне, Институт национальной культуры Мордовского государственного университета имени Огарёва. Благодарность выражается Бородиной Наталье Евгеньевне, детская художественная школа номер 2. Благодарность выражается Борисовой Татьяне Михайловне, детская художественная школа номер 4. Благодарность выражается Беляковой Валентине Васильевне, детская художественная школа номер 1 имени Петра Федоровича Рябова. Благодарность выражается Авдеевой Ольге Григорьевне, Институт национальной культуры Мордовского государственного университета. Прекрасно видите. Благодарность выражается Юдиной Галине Владимировне, Мордовский государственный педагогический институт имени Евсеева. Благодарность выражается Шилиной Наталье Геннадьевне, детская художественная школа номер 3. Благодарность выражается Табаковой Надежде Федоровне, Институт национальной культуры Мордовского государственного университета. Благодарность выражается Рагузиной Екатерине Олеговне, Институт национальной культуры Мордовского государственного университета. Ну и, конечно, особое наше тепло и благодарность выражается Варданяну Валерию Амбарцуевичу, Мордовский государственный педагогический институт имени Евсеева. Я надеюсь, что у нас сегодня будет приятная миссия с Валерием Амбарцуевичем, потому что каждый год в рамках нашего международного форума педагогов-художников мы организуем вручение премии. Ну, не премии, конечно, потому что общественная организация, но знака, отличительного знака «Лучший педагог-художник года». И вот Валерий Амбарцуевич нам передаст список, да, тех из вас, кто особенно отличился в этом году. И мы будем очень рады, если у вас получится приехать в Москву на вручение этого знака, потому что все произойдет в торжественной, хорошей, красивой обстановке. Мы будем очень надеяться, что у вас получится. Спасибо большое. Все заслуживают, но кто поедет, тот получит этот знак. Спасибо большое.
Георгиева, и они исполнили пьесу Евгения Дербенко «Лирическая пьеса». 13 мая 2014 года в Мордовском государственном педагогическом институте имени Евсевьева состоялась учредительная конференция, на которой было принято решение о создании Мордовского регионального отделения Союза педагогов-художников. Наверное, не случайно идея создания Союза родилась именно в недрах ведущего педагогического вуза нашей республики. С приветственным словом для вас выступит Татьяна Николаевна Приходченко, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета педагогического и художественного образования МГПИ имени Евсевьева, заслуженный работник Высшей школы Республики Мордовия. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Позвольте мне сегодня обратиться к вам именно так, потому что я счастлива видеть в этом зале не только наших преподавателей нашего института, наших коллег, больших друзей из Мордовского государственного университета, но я, наверное, особенно рада видеть здесь сегодня прежде всего наших выпускников и наших студентов. Это разные поколения студентов, начиная с 2009 года, когда наш институт начал подготовку кадров педагогических для системы художественного образования. И сегодня мы присутствуем на замечательном празднике. Это праздник вдохновения, это праздник творчества, это праздник талантов, праздник красок. Но, наверное, самое главное — это праздник доброты, улыбок и вот такого дружеского отношения. Потому что, поверьте, здесь сегодня собрались наши друзья, наши единомышленники, которые дальше будут нести эти светлые, замечательные идеи в детский мир и приобщать детей к творчеству, к изобразительному искусству. Это уже такая вторая выставка серьезная в этом году. Первая совсем недавно, казалось, только открылась в музее имени Эрзи. Была она посвящена десятилетию профиля изобразительного искусства. Сейчас выставка, посвященная педагогам художников, и это их работы прежде всего. И, конечно, это работы членов регионального отделения Международного союза педагогов-художников. Поэтому я хочу сказать, что на данный момент, может быть, пока не так много народу в Союзе, 23 человека, но я с гордостью могу сказать, что 12 из них — это выпускники нашего института, поэтому давайте их поприветствуем. Но еще я, наверное, хотела бы сказать, что очень большой вклад в развитие этого движения принадлежит Валерию Марцоновичу Варданяну. Я очень за него рада и очень горжусь, что я на протяжении стольких лет работаю рядом с этим педагогом. Не случайно, буквально на прошлой неделе, в пятницу, Валерий Марцонович был награжден почетным знаком главы Республики Мордовия за личный вклад в развитие Республики Мордовия. Давайте его с этим поздравим. Потому что я уверена, что благодаря именно этому человеку к проблемам художественного образования в нашем регионе уделяется очень большое внимание, и система художественного образования в нашем регионе, в отличие от многих других, развивается, находится на очень высоком уровне. Я желаю всем присутствующим в этом зале новых творческих побед, идей, свершений, не останавливаться на достигнутом и несите доброе, вечное, красивое людям. Спасибо большое. С праздником! Еще одним флагманом высшего образования Республики Мордовия является Мордовский государственный университет имени Николая Платоновича Огарева. ИНК, которого закончило уже не одно поколение будущих и настоящих художников. С приветствием от этого учебного заведения выступит Ольга Герольдовна Беломоева, профессор кафедры театрального искусства и народной художественной культуры Института национальной культуры, доктор культурологии, доцент, заслуженный работник Высшей школы Республики Мордовия.
Дорогие друзья, сегодня огромный праздник, с которым хочу поздравить всех членов Союза педагогов-художников. Вы неоднократно уже показывали свои работы на различных выставках, но я думаю, что на выставках, я думаю, что эта выставка самая масштабная, не так ли, Валерий Борисович? Вы растете, вы прирастаете новыми кадрами, появляются новые интересные мастера, это всегда необыкновенно радует. Вообще, конечно, система художественного образования Республики Мордовия глубокие очень корни имеет. Я не имею сейчас желания останавливаться на длительной этой истории, чтобы не утомить присутствующих, но вот особый импульс, наверное, получила она, эта система, отчасти тогда, когда было организовано региональное отделение Союза педагогов-художников у нас в Саратове. Дело в том, что вот это очень важный момент, потому что произошла консолидация профессиональных художественных сил. Вот эта связь между детскими художественными школами и школами искусств, средними специальными учебными заведениями, высшими учебными заведениями, которые не так давно начали заниматься художественным образованием, обрела вот такие очертания определенные именно в начале вот нашего столетия. Так случилось, что в Мордовии долго не было ни в университете, ни в пединституте специальностей, которые занимались бы художественным образованием. И вот оно случилось. И тут же, спустя некоторое время, рождается региональное отделение Союза, как отклик на вот это очень важное событие. Мы сейчас с вами очень часто говорим о том, что мы сталкиваемся в разных областях с не очень профессиональными решениями. Мы всегда переживаем по поводу того, когда это происходит. А вот Союз художников-педагогов – это как раз возможность избежать этого непрофессионализма, укрепить профессиональное сообщество и сделать его очень важной и мощной силой по дальнейшему укреплению образования, художественного образования в Республике Мордовия. Художник-педагог – это особый совершенно человек. Вот огромное число художников-педагогов, которые есть у нас в республике, это мощный культурный слой людей, которые несут свет, радость, которые несут правильные, традиционные и инновационные моменты в жизни. Это люди, которые руководствуются настоящими нравственными ценностями и приобщают к ним детей. Вот в этом особое значение педагога-художника. Все те, кто когда-либо сталкивался с этими людьми, знают, насколько они интересны, насколько они добропорядочны, насколько они талантливы, и как умело они обращают свою веру, настоящую веру в искусство своих детей. Хочу вас поздравить от себя лично и от Института национальной культуры, от кафедры театрального искусства и народной художественной культуры с огромным праздником. Пожелать вам здоровья, настроения, света в творчестве того, который вы разливаете сейчас вот в этом зале. И хочу пожелать вам хороших учеников, которые станут достойны вашим продолжением. Спасибо всем. Спасибо. Для вас исполняется пьеса «Либертанго» Астора Пьяццолы.
Союз педагогов-художников еще достаточно молодая организация. Региональному отделению этого союза нашему в этом году исполняется всего 6 лет. А вот от старейшего творческого союза, Союза художников Российской Федерации, вас хочет поприветствовать Анатолий Николаевич Бажов, заслуженный художник Республики Мордовия. Народный художник Республики Мордовия, лауреат премии главы Республики Мордовия и член правления Союза художников РФ. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Приятно то, что сегодня вот такая прекрасная выставка. И получили награды. Поздравляю вас, да? Это дорогого стоит, что с Москвы приехали на эту выставку и вручили такие высокие награды. Валерий Абрацович, молодец. Я хочу вас поздравить. О себе скажу, что после окончания Чалтовского педучилища, вот Надежда Федоровна Табакова здесь, да, это 1974 год, приехал в Саратовское направление, было в 16-й школе, 1974 год. И вот моя, наверное, и творческая деятельность пошла, и педагогическая. Много работал я в художественных, вернее, в Дворце пионеров, в общеобразовательной школе, в Институте национальной культуры. И вот, понимаете, то, что сегодня вот такая есть организация художников, педагогов, это здорово. Тут сказали, что это как-то крылья вырастают, то, что ты педагог и художник. И то, что сегодня я услышал, выставка в Москве будет, это тоже, опять же, для художников, педагогов здорово. Поэтому на этой выставке участвовать, это престижно, достойно, и получать награды от немецкого, это очень здорово. Поэтому еще раз вас поздравляю с выставкой, творческих успехов. И еще хочу сказать, вот многие работы интересные, да? И тем более в пединституте есть зал, фойе, где можно делать персональные выставки. Вот я пожелал бы художникам, да, сделать именно персональные выставки, потому что работы действительно профессиональные, поэтому, а когда ты цельно показываешь работу 20-30, и человек раскрывается еще больше и талантливее становится. Спасибо вам, с праздником! Хочется услышать несколько теплых приветственных слов от Надежды Федоровны Табаковой, преподавателя Института национальной культуры. Пожалуйста. Что я хочу сказать? Я хочу поздравить нас всех во главе с нашим председателем Союза художников региональным Валерием Борцовичем с нашим юбилеем, пожелать нам всем здоровья, новых творческих успехов. Особенно хотелось бы, как сказать, молодым нашим и бывшим даже, можно сказать, нашим ученикам, которые у нас когда-то учились, а сейчас работают в высших, средних и начальных учебных заведениях, которые внедряют наш бывший план, то, что когда-то мы давали нашим ученикам, они сейчас сами стали преподавателями и занимаются творчеством. Хотелось бы, чтобы нас становилось действительно больше, как членов Союза художников, именно молодых художников. Вот им, конечно, поддержу Анатолия Николаевича Баргова. Будет большим еще праздником, если они организуют в залах ли пединститута, в других ли залах, а раскроют себя как еще и художники, сделают персональные выставки. Это будет просто замечательно. Нам всем здоровья, счастья, творческих успехов всем и красивых, хороших работ. Я вижу, в зале присутствует Валентина Филипповна Козлова, и я не могу отказать себе удовольствие попросить, чтобы она тоже что-то вам пожелала. Пожалуйста, Валентина Филипповна, заслуженный художник Республики Мордовия, член Союза художников России.
Мне очень приятно быть на этой выставке. И вообще я все выставки пединститута всегда, как говорится, не обхожу стороной, всегда бываю. И самое главное, что когда я давно работала в пединституте на начфаке, даже в голове не было, что потом такой будет успех, что потом будут такие учиться талантливые люди. И поэтому до того я рада за вас всех, и что вы получаете награды от Москвы, что вы участвуете в московских выставках. Это же вообще, я говорю, в 60-е годы я работала, это уму непостижимо, что так будет. Представляете? Вы сейчас, конечно, этого еще не понимаете, а вот если бы, как говорится, в те годы я работала, и что тут даже в голове не было, что будут такие здесь преподаватели работать, такой будет факультет, это вообще сказка. Как говорится, можно было подумать, несбыточная. И что хочется сказать, что работы очень интересные, потому что я бываю на всех выставках в пединституте. Ну, вообще пединститут, как говорится, мой почти родной дом, потому что я первую персональную выставку делала в пединституте, в старом здании, и поэтому, как говорится, с легкой руки или ноги пошла дальше. А уж сколько у меня потом было выставок, я уже не сосчитаю. Поэтому желаю всем самое главное, как говорится в народе, бодрости духа, и чтобы эта бодрость духа не покидала вас многие годы. И как можно больше делайте выставок, бывайте на пленэре, заражайте своих студентов, учеников, чтобы они не были равнодушные. Когда они будут заниматься чем-то другим, таким вот творческим, вы понимаете, это намного интереснее жить. Я сама думала раньше, 82 года это старуха, старенькая. Не может быть. Вот. А в этом году мне 82 года, я считаю, что именно 90% из-за того, что я занималась все время творчеством. И поэтому, когда пишешь цветы, пейзаж, портрет, обо всем забываешь, как рыбак на рыбалке. Сидишь и только об одном думаешь, а оказывается, уже темно стало в мансарде. Поэтому желаю вам творческих успехов, здоровья и бодрости духа на многие годы.
замечательный инструментальный ансамбль «Гайгима», руководитель Татьяна Шутова, старший преподаватель кафедры музыкального образования и методики преподавания музыки МГПИ имени Евсевьева и концертмейстер Ольга Милицина. Спасибо. Ну, наше мероприятие продолжается. И хочется напомнить, что в первый состав педагогов-художников регионального объединения Союза педагогов-художников вошли 7 человек. Это были преподаватели вузов и учреждений среднего профессионального образования. Сегодня же Союз объединяет педагогов самых разных художественных направлений и самых разных заведений учебных Саранска и республики. Это и наши заведения высшего звена МГПИ и МГУ. Это и детские художественные школы, 1, 2, 3, 4. Это и детская школа искусств номер 7, и средняя общеобразовательная школа номер 39, и Республиканский центр дополнительного образования детей, и Центр эстетического воспитания детей Тяштиня, и Центр детского творчества Чамзинского муниципального района. Я думаю, что этот список будет и будет продолжаться в дальнейшем. Число членов Союза растет, и думаю, вы согласитесь со мной, что главная заслуга в этом принадлежит Валерию Амбарцумовичу Варданяну, кандидату педагогических наук, доценту, заведующему кафедрой художественного образования МГПИ имени Евсевьева, председателю Мордовского регионального отделения Союза педагогов-художников. Пожалуйста, Валерий Амбарцумович, вам слово. Добрый вечер. Большое спасибо всем. Спасибо, что пришли. Я даже удивился, этот зал не вмещает такое количество людей. Я долго не буду занимать ваше время. Хочу поблагодарить всех, кто пришел. Хочу поблагодарить Инну Николаевну, потому что идея создания этой выставки вот в этом зале принадлежит ей. И я думаю, что она со своей работой очень хорошо справилась. Инна Николаевна, большое вам спасибо. Я особо хочу поблагодарить Марину Константиновну Астафьеву, потому что, когда я с ней по телефону поговорил, мы сначала хотели сделать видеосвязь с Москвой, а потом я взял, да пригласил приехать, она не отказала, приехала. Знаете, я хочу сказать, что наш союз в Москве пользуется большим уважением к нашему, к Мордовии вообще очень хорошо относятся. И в институте, и ко мне, к коллективу, и вообще к Мордовии, и в Институте художественного образования РАО, и в Центр непрерывного художественного образования, название Центр Неменского. И там наш союз очень уважают, значит, уважают всех его членов. И мы 31 января 2020 года приняли еще 6 новых членов в наш союз. И сегодня мы хотим вручить им удостоверение. Я попрошу Марину Константиновну мне помочь и самой ей вручить. Итак, удостоверение члена Международного союза педагогов-художников вручается Матвеевой Надежде Васильевне. Удостоверение вручается Авдеевой Олесе. Удостоверение вручается Рагузиной Екатерине. Екатерины нету сегодня в университете большое мероприятие, она там замдекана по воспитательной работе. Да. А может, и не будете вручать? Отсутствует. Удостоверение вручается Мартыновой Наталье. Удостоверение вручается Селичевой Татьяне. Удостоверение вручается Шилиной Наталье.
Подойдите, пожалуйста, все новоиспеченные члены, кто-нибудь из нас фотографируйте вместе. Да. Так, кто может пользоваться гаджетом? Да, да. Браво. Поворачивайтесь ко мне сначала. Валерий Константинович, позвольте мне от имени всего коллектива нашего музея вручить вам и вашему союзу букет. Этот букет непростой, он символический, в нем ровно 23 розы. Хорошо, что у нас не 24 человека. Будем же думать о том, что когда в следующий раз мы будем организовывать выставку вашего союза у нас, роз понадобится гораздо больше. Дорогие друзья, здесь уже отмечали, что первый состав насчитывал 7 человек, и мы долго не впускали в наш состав других. Почему? Одно время даже нас в Москве назвали «Великолепная семерка». А потом уже пришли Надежда Федоровна, Василий Филиппович, другие. Действительно, в этот союз надо заслужить, чтобы вступить. Во-первых, человек должен быть и педагогом, хорошим педагогом, и должен быть хорошим художником. И вот эта выставка нас обязывает уже с завтрашнего дня готовиться к следующей выставке. Работы должны быть более масштабные, и уровень должен быть, и количество. Поэтому я всех призываю трудиться, работать. И еще Марина Константиновна привезла новое удостоверение. На них только номера. Она их оставит мне, и если будут достойные члены, мы примем союз и торжественно вручим их. Большое всем спасибо.